Поэтому в прошлый раз, да? филологи выявили самый выдающийся язык среди тюркских народов – это крымско-татарский, потому что он на двух корнях. Используемость языка самая выдающаяся. Это Гаспринский же газету выпускал. Все тюркские народы получали готовый язык для общения тюркских народов. На узбекском не Заявесть? На узбекском, Гульзараптин хорошо поет. Но таджикский я уже почти забыла. Я училась, во-первых, а потом мне только осталось пение. Когда я пою, я знаю, что. А так все. Азырсың? Benim adım Rüstem, familiyam Mehmetov. Eskiden Saxtaraydı ama son oldu Mehmetov. Men 64 senesinden beri yirnen uğraşam, yani benim zenatım yırcı. Halk yırlarını ve bizim bestekarların yırlarını yırlap geldim. O kadar yıldan beri men zenatım yırcı. Ama evet, çok toylarını alıp bardım, bayramlarını alıp bardım. Ali da çağırgan yerlerge baram, koluna kelgenini yapam. 18 мая 44 нас, троих детей, 39-го года, я 41-го года и братишка 43-го года, конец декабрьский он был, ему 4 месяца было. Нас вывезли на Урал, Свердловскую область. Мы там 2 года пробыли. В 46-м году папа приехал с Тулы, он уже работал тогда в шахтах тульских, Балаховка, такое место под Тулой, перевез нас в Балаховку, Тульскую область. И до 55-го года мы жили там. Среда, в которой я воспитывался, была такая национальная, потому что на другом диалекте никто не разговаривал вокруг нас. Друзья были и русские, и другие национальности, но с ними мы общались на русском, а дома ни одного слова на другом диалекте не говорили. В 1955 году, когда папа однажды пришел с работы и услышал, что мы между собой по-русски говорим, и срочно решил переехать в Узбекистан. Вот такой был наш отец. Абдульваид Сахтара. С бараков выходили, лето, комары, жгли костры, и вокруг костров кто что мог, кипятил, даже и траву кипятили, пили, а что-то надо было, у кого есть какие-нибудь крупы, мрупы, друг дружки делились и пели песни. Пели песни. Я помню с самого детства песни, потому что песня – это жизнь. Песня сплачивает людей, песня воспитывает людей, песня поддерживает человека. Начиная с первых дней, как я себя помню, где бы народ ни собирался, всегда говорили о Крыме. Наш народ вообще очень умеет приспосабливаться сильно к любой обстановке, потому что это такой этнос. В нашей крови очень много разных народов, которые опытные, прогрессивные народы, начиная от тавров и знаете сколько. Они все оставили в нас свои черты характера, выносливость, сообразительность, трудолюбие и тому подобное. Это у нас есть. Вот это вот сплачивала людей идея о родине. Тоска по родине сплачивала людей. И где бы ни было, обязательно вопрос возникал о Крыме. И мы всю жизнь слушали, пели песни вот, на разные темы. У нас же песен очень много. Вот. Хором пели или отдельные исполнители. Вот мы в такой атмосфере росли. Özkutun dağları duman seçilmez, salkındır suları birden içilmez. Salkındır suları birden içilmez. Hem hasretlik, hem gurbetlik birden çekilmez. Hasret
kıyamete kaldı, ya ben neyleyim? Так пел мой отец. С 64-го начала где-то работал парикмахером у одного друга, помогал ему. В это время приехал ансамбль «Хайтарма», и этот центр был в Аккургане, уже наши родители из Булунгура переехали, пока я был в армии. Отец мой собирал братьев вместе. И мы вышли с этим другом, видим, артисты ходят по магазинам, там такой центр был торговый. Когда они уже собирались уезжать, совхоз, Аккурганский совхоз, 17-й совхоз назывался, туда ехали с концертом, там большой зал, много народу было. Мы попросились к ним поехать на концерт. Они с удовольствием нас, заходите, мы поехали с ними. Я не сходил со сцены, я помогал вещи перенести, потом концерт начался. Мой друг пошел, Алим, парикмахер, он сел в зале, а я стоял на сцене. И когда кончился концерт, Эдия Топчу подошла, говорит, мынау чфут егіті не аңлай екен, бүтін ақшам бақып тұрды. Вот этот мальчик, похожий на еврея, ну, народу все похожи, что он понимает? Весь вечер смотрел. Ты или поешь, или танцуешь, или ты музыкант. Я говорю, Эдепте, мен татар баласы. Мен ерлайым текара. Вай, чочорос. А это Бахчисарай, такое выражение есть, ласкательное, чочорос. Кельчиманда, и Энвер Шерфединов подошел, и потом еще аккордеонист, в общем, Даре, и начали мне аккомпанировать. Не ирлайсен. Я начал одну песню спел, другую песню спел. Вся Хайтарма собралась. Вдруг приходит Эриджепо. Вай, нас сес бу, бір яңы сес ештім. Вай, озыдық. Корнушы да яқшы. Сен кімсің я, оғлым? Армейский еще одежда на мне. Сен солдатсың жоқса? Ее, мен дедім, енді бітірдім солдаттық. Я закончил армию. Вот. Ты по-русски что-нибудь поешь? И я начал петь русский романс. Потому что в армии был очень сильный аккордеонист Анатолий. Мы с ним и русские песни пели, и романсы пели для солдат, и для гостей. Первая песня, которую я начал петь, это из Арзахыс, потому что это папа пел ее. Уч гузель. Шукеткен уч қызға көңіл түшірдім, саулықлашып кеттілер, мен өкіндім. Саулықлашып кеттілер, мен өкіндім. Артларынан севда құшын ұшырдым. Мен де білмем, hangісін яр идейім. Мен де білмем, hangісін яр идеям. Наши песни все проходили как бы надзор. Программу сдавали, что будет в программе, какая песня, какой текст. Это все смотрели, Литфонд, и одобряли или исключали что-то, подписывали. И эту программу мы пели. А из вне подписанной программы ничего включать не имели права. И когда, например, татарлығым, туған ерім, запрещали татарлығым, балалықтан сүйемен, onlar үшін көп вақытлар жылай жана күйемен, Шейхебек Туре сөздері. Запрещена была песня. Потом Порт-Артур, там одно слово добавляли, біз Қырымға қайтқан соң, олар біздің тойымыз, это слово вычеркнули. Потому что так Порт-Артур, он 904 года песня, она особо ничего такого. А вот без Қырымға қайтқан соң, когда включали, вот это слово вычеркнули. Так мы пели Порт-Артур все. Потом, в 80-е годы Ильяс Бахшиш написал на слова Чобанзаде «Булутлар» песню. Вот «Булутлар» в 19 году Чобанзаде написал эти стихи, обращаясь к тучам. К тучам обращались все поэты.
И Пушкин, и Лермонтов, и Тютчев, и многие другие. А Чобанзаде этим стихам дал другую тоску совсем о родине, тучки. Ну, это в песне все сказывается. Вот эту песню сразу мы записали на радио, узбекское радио, один раз передали в эфир, сразу ее уничтожили и размагнитили, и меня пригласили, сказали: подпишитесь, Булутлар никогда не петь. И я, Булутлар, продолжал петь. И поэтому звание Верховный Совет давал, а КГБ убирало. И так и узбекское звание. Последний раз опять дали мне звание, потом скинули, Делавер Бекиру отдали, а я остался опять без звания. Ну, мое звание в душе у народа. Я безразлично не выступаю. Даже если для одного человека пою или для двоих, я все равно пою так, как будто я это пою первый раз. Я также отдаю душу, также я вхожу в этот образ. Я иначе не могу. Если 1000 человек, также я для 1000 пою. Артист, который не любит в себе искусство, это Станиславский сказал, это не артист. А любит себя в искусстве – не артист. Надо любить искусство в себе. И тогда ты артист. Наши песни очень богатые фактурно, по содержанию, по тематике. Это безграничное богатство. Когда певец Кончевский собирал в 21 году, кажется, татарские народные песни, фольклор, и когда издавалась эта брошюрка, предисловие к этой брошюрке написал Александр Васильевич Луначарский. Высоко одаренный тюркский народ в этой своей ветви, благодатном краю, на полуострове, в Крыму, где пересекались пути стольких народов, где перекрещивалась культура Востока и Запада, не мог не развернуть такую яркую, проникновенную, изысканную культуру. Это как нельзя лучше сказывается в песнях крымских татар. Он даже добавляет: ни в какой другой песне не встречающейся утонченностью. А наша музыка сохранилась на свадьбах. Ведь в Узбекистане тоже не было ни училища, ничего. Но носителей было много. Носителей культуры, носителей языка, носителей искусства, песни, поэзии было много. И они влияли. И если хозяин на свадьбе допускал какие-то вывихи, то ему это не прощали. Это сейчас уже самотеком все идет. Кто что хочет, то и делает. Ведь другие мелодии не игрались. Игралась наша национальная. И потом самое интересное, после свадьба заканчивалась, гости расходились, и оставались тамада и самые близкие гости, которые работали. Гуляние продолжалось до утра, и заказывали самые интересные песни. Заказывали, и музыканты, если не знали, то им это не прощалось. До того, что даже скрипки ломались, и даре пробивали, вот, бубень. И потом они очень остерегались, чтобы репертуар у них был широкий. И они специально держали такого знатока, который знал все песни. Вот это сохранение, это самосохранение. Вот это нас сохранило на чужбине. За 50 лет мы не исчезли. Мы здесь за 30 лет, наша музыка стала мелодически ломаться, а ритмически очень сильно поломали. Мы уже отдались совсем другим ритмам, другим размерам. И мелодический рисунок не соблюдается зачастую. И самая большая катастрофа – это незнание текста. Текст пропал, песни нет. Песня – это как человек. Его можно одеть, причесать, попудрить. Но срезать бровь или срезать нос или уши – это какая обработка? Это не обработка, это уничтожение. В первую очередь мы с самого начала это пытались. В музыкальном училище должен быть отдел крымско-татарской музыки. Обязательно. С нашими инструментами,
с нашими педагогами, с вокалистами, которые изучают основы фольклора нашего. Вот это обязательно должно было быть. А остальное, я все искусства, я очень люблю русские романсы, я очень люблю украинские песни. Украинские песни и татарские мелодически переплетаются один в один. Я могу полный концерт дать. Министр культуры должен обращать внимание на развитие всех народов. Допустим, тут и греки живут, и армяне живут. Ну, у них есть Армения, там процветает. Есть Греция, пусть там и училище, и консерватории, что хочешь. Я на консерватории не мечу, но хотя бы в училище должен был. Мы с Джемилем Кариковым этот вопрос несколько раз поднимали, но никто нас не услышал. Основа народа – язык. И мы сегодня, если хотим возродиться как народ, мы должны учить родной язык, потому что сколько языков человек знает, столько раз он человек. Это не мои изречения, это крылатые изречения. Знать языки – это же богатство, а не знать свой язык – это тупость, это отсталость. Ильхамдулилля, вера, она есть, она никуда не денется, хоть ее сейчас тоже на части делят. Это раньше не было такого. Сейчас, мол, дува не делайте, это абсурд. Веками наши прадеды провели, вон, в книжке Бюрнс Дувага все описано. Пожалуйста, читайте. Там все, как было много лет назад. Чувство тоски по родине – это удивительное явление. Я когда первый раз попал в Крым в 1965 году, я начал писать стихи. Я попал в Крым как? Я и пел, и танцевал. Мы все певцы, мужчины, не хватало танцоров, женщин, девушек всегда больше. Всегда их больше для танца, а мужчин не хватает. И вот мы и пели, и танцевали. А после танца, когда поешь и дышишь в холодном месте, я простудил бронхи, и меня при помощи, значит, наших известных людей, ну, наши Эриджепова, Ильяс Бахшиш, Диет общая тогда была еще жива, и Тефик Касаныч был профессор. Послали к нему, а Тефик Касаныч меня послал к профессору, значит, легочнику. Меня там положили, обследовали и дали путевку в Крым. Бар Крыминга дам ал укя. Вот так по-узбекски он сказал. И я 2,5 месяца, это в 1965 году, осенью отдыхал в Крыму, в санатории Узбекистан. И вот впервые начал писать стихи. Первые мои четверостишья – это «Гүзел Крым, думан бардыр башында, sevgim қалды топрағында, ташында, gece gündüz хаялымда, түшімде, чоқтан берлі асіретлігін чекерім». Все народы величавы, но порой отдельных жалко. Над одними реют флаги, над другими висит палка. Там, где флаги, текут реки, голубые облака, а где палка, там разруха и побитые бока. Но вселенная не дремлет, все блюдит издалека. Ждет, пока прозреют люди, не мешает нам пока. Свыше книги назидания присылали, как нам жить. Ряд знамений посылают, не хотим услышать их. Не пора ли нам, землянам, приоткрыть свои глаза? Человечность потеряли. Дальше жить нам так нельзя. Цивилизации менялись, землю дали на прокат. После каждого восхода наступает ведь закат. 21-й, не 20-й, строгий век и непростой. Он начало тысячелетия, и не терпит он застой. Не гоняйтесь за богатством, беспокойство сплошь оно. Как бы высоко ни взвился, все равно пойдешь на дно. Шар земной мы перерыли, все стоит ведь на костях. И чего нам не хватает? Мы находимся в гостях.